20 верасня ў Берасці прайшоў марш за свабоду. Падчас мірнага пратэсту затрымалі некалькі дзесяткаў удзельнікаў. Ну вот я был на митинге, меня задержали и схватили. Сначала там я в ногах лежал, меня били, там, когда ОМОНовцы там освободились от других людей, которые меня хотели отбить от ОМОНовцев. Они меня схватили. Сначала один скрутил, вот так вот, кричал постоянно, что голову вниз. Потом, кажется, второй подбежал, и вот они меня как-то вдвоем вот так... Іллю адвезлі ў аддзел унутраных справаў Берасцейскага райвыканкаму. Пасля складання протаколу хлопец трапіў у изолятор часовага ўтрымання. Мне там стало плохо. Мне стало тошнить, и меня не хотели отпускать. Там фельдшер или врач, я не знаю, скорой, там, сообщил сотрудникам милиции, что у меня есть подозрение на внутреннее кровотечение, на переломы ребер и на переломы, вот, и забрал меня оттуда. Іллю шпитализовали ў Берасцейскую областную больницу. Сфотографировал свою медицинскую карту, у меня есть все документы, все снимки моих побоев, все заключения. На снимке черепа видно, как у меня сломана кость, это лицевая кость. Акрамя гэтай траўмы, хлопцу поставили яшчэ некалькі дыягнозаў. У меня ушиб мозга, это травма мозга серьезнее, чем сотрясение мозга. У меня множественные переломы лицевых костей, перелом скулы. И у меня еще какая-то кость сломана в основании черепа. У меня множественные гематомы, гематома глаза. Цяпер маладзён вымушаны праходзіць доўгі курс лекавання. У шпіталі яму давядзецца правесці мінімум месяц. Вот примерно такая у нас еда в больнице. Где-то у нас на рацион 10 рублей в день тратит. Вот таблетки приносят в таких конвертиках. Вот. Сейчас я покажу. Вот тут написано утром, днем, вечером. Ілля узгадывае, што ён не адзіны, хто пацярпеў 20 верасня на мирных акциях протесту ў Берасці. Всех, кого задержали со мной в бусике, их всех вбили в бусики, потом их били всех в РОВД, и когда со мной их поставили в ВВС, там перед стенкой оформляли почти у всех там мужчин, там почти большинство было мужчин за 40, за 50, и почти все они были с окровавленными лицами, стояли. Каб запытаць, чаму сілавікі ўжывалі гвалт пратэстоўцам, мы патэлефанавалі ва ўпраўленне ўнутраных справаў Берасцейскага аблвыканкаму. Я, во-первых, не комментирую работу своих сотрудников органов внутренних дел, это раз. А во-вторых, если у наших уважаемых, тех, как вы говорите, которых там побили и так далее, есть вопросы, то, пожалуйста, для этого им необходимо обратиться в Следственный комитет, который, в свою очередь, дадут правовую оценку деятельности сотрудников органов внутренних дел. Адмысловец лічыць, што пры разгоне акцыі ў горадзе над Бугам сілавікі перавысілі свае службовыя паўнамоцтвы. Что касается задержания и транспортировки, когда задержанному причиняются телесные повреждения, когда он на полу в служебном автомобиле перемещается, мы здесь можем говорить о том, что имеют место факты жестокого обращения. У таких выпадках трэба абавязкова звяртацца ў праваабарончыя арганізацыі. Мы занимаемся и документированием жертв, документированием фактов жестокого обращения и, скажем так, проводим международную адвокативную работу по этим всем случаям. Ілля спадзяецца, урэшце дамагчыся справядлівасці. Я собираюсь писать заявление в прокуратуру, и если будет возможно, я собираюсь обратиться в международные суды. Я сделаю все возможное, чтобы виновные понесли наказание. Перад тым, як адчыніць дзверы невядомым, варта добра падумаць. Мінчанка Ірына Сухі, актывістка грамадскага аб'яднання «Экодом», спраўдзіла гэта на ўласным досведзе. 6 сентября, где-то около часа дня, раздался звонок в дверь. Не в домофон, а в дверь. Я посмотрела в глазок. За дзвярыма стаялі некалькі незнаёмцаў. Я спросила, кто, мне сказали милиция. И я на автомате открыла дверь.
чтобы понять, зачем ко мне пришла милиция. Невядомыя ў масках загадалі спадарыні Ірыне праехаць з імі ў Рус для размовы. Так вот на секунду какое-то удостоверение мне, значит, ткнули. Я, конечно, не успела прочитать ни имя, ни фамилия, ни вообще толком вообще. То есть это могло быть любое удостоверение. Я, конечно, понимаю теперь, что вот в этой ситуации нужно как-то внимательно рассмотреть, прочитать имя и фамилию, озвучить, попросить, там, не знаю, дочь записать это имя и фамилию. Тогда я как-то растерялась и, в общем, собралась и поехала с ними. У міліцыі Ірыне паведамілі, яна затрыманая нібыта за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. На судзе ў якасці доказаў фігуравалі фотаздымкі Ірыны з соцсетак і сведчанні чалавека ў масцы, які адмовіўся назвацца. Нягледзячы на тое, што спадарыня Ірына даглядае састарэлую маці, яе пакаралі 5 сотнямі адміністратыўнага арышту. Они выламывают дверь. Праз пару гадзінаў пасля першага візіту ў дзверы пачалі ламацца амапаўцы. И я так испугалась. Пока я подошла, их человек 10. Этих Спадарні Маргарыце цяжка размаўляць, бо неўзабаве пасля гэтага выпадку стан ейнага здароўя пагоршыўся. с масками. Жанчына перажыла мікраінсульт і цяпер не можа перасоўвацца самастойна. Все разлетелись. Они меня чуть не сбили. И они забрали роутер, забрали все электронные вещи, которые нашли. Жанчына сталага веку засталася без аніякай сувязі. Амапаўцы перавярнулі дагары нагамі ўсю кватэру і пашкодзілі рэчы. Оторвали панде морду в процессе изымания имущества. Очень жаль. З кватэры забралі ўсю тэхніку, якую знайшлі. У тым ліку камп'ютар, што належыць дачцэ Ірыны. Забрали все эти вещи без составления какого-то акта. И, собственно говоря, я забирала. Это тоже было очень смешно, потому что я пришла, а мне говорят, а вы знаете, что у вас забрали? Я говорю, приблизительно представляю. Вопісу вынятых рэчаў так і не знайшлі. Таму спадарыня Ірына сама не ведае, што ў гэтых скрынях. О, слушайте, смотрите, что они конфисковали, ребята! Ірына нават не ўпэўненая, ці сапраўды ўсе гэтыя рэчы з ейнага дому. Дачка Ірыны, Сафія, спрабавала трапіць у кватэру да бабулі падчас ператрусу, але яе не ўпусцілі. Маўляў, яна не прапісаная. А на наступны дзень прыйшлі з ператрусам ужо і да яе. Меня дома не было, открыл квартиру мой партнер. Квартира принадлежит мне, не ему. Он открыл квартиру, и при нем провели обыск. Или осмотр. Што гэта было, цяпер не даведацца, бо паперы паказалі мелькам і не далі сфотаграфаваць. Но они пришли, и у них были распечатаны, видимо, меня не было, я точно не знаю, но у них были распечатаны фотографии из моих соцсетей, где я с плакатом стою. Плакат міліцыянты сфотаграфавалі, з рэчаў нічога не забралі. А мальчика Шона я не поняла, это что значит? Это значит, как батьковщина, только с мати. Когда вместо батьки мать. Сям'я спадзяецца, што на гэтым візіты няпрошаных гасцей кончацца. З нашага ж наступнага сюжэту вы даведаецеся, як паводзіць сябе ў падобных сітуацыях. Людзі ў форме і цывільным сёння могуць завітаць практычна ў любую кватэру. Нашы журналісты звярнуліся да адмыслоўца, каб разабрацца, як правільна пры гэтым паводзіцца і як абараніць свае правы. Ці абавязаныя вы адчыняць дзверы тым, хто называецца міліцыянтам? Если человек видит за дверью каких-либо людей, которые представляются сотрудниками милиции, то потребовать у них сообщить свое звание и фамилию. Если человек не удостоверился о том, что за дверью сотрудник милиции, если удостоверение показано непонятно, быстро и так далее, то человек может не открывать дверь, потому что он не уверен, что за дверью стоит именно сотрудник органов внутренних дел. Як паводле закону павінен праводзіцца ператрус? Обыск существует только в рамках уголовного процесса.
Если к человеку пришли и говорят о том, что у него будет проводиться обыск, то в первую очередь должно быть постановление следователя на обыск, санкция прокурора и не менее 2 понятых. В случае, если что-то из этого не выполняется, нет понятых или нет санкций прокурора, тогда человек может не впускать, то есть это не есть законное основание, и человек может не впускать в свое жилище или иное законное владение данных граждан. У межах адміністративного процесу ператрус не прадугледжаны. В рамках административного процесса может быть осмотр жилища или иного законного владения, который проводится только с согласия собственника или проживающего там в нем совершеннолетнего лица. И в присутствии, опять же, этого лица. Если орган, ведущий административный процесс, не получает согласия, но у него имеется постановление на осмотр, санкция прокурора и понятые, то он на законных основаниях может, скажем так, вскрывать дверь. Што рабіць, калі у вас вымаюць тэхніку або іншыя рэчы? Логично требовать, чтобы были описаны вещи с мельчайшими подробностями. Логично требовать, чтобы они были опечатаны, поскольку процедуры как таковой, в порядках не предусмотрена, то нужно исходить из того, что прописано в Уголовно-процессуальном кодексе, что каждая вещь должна быть опечатана за подписью понятых. Этого нужно требовать. Если эти требования не соблюдаются, то тогда вносить свои возражения в протокол или этого осмотра, или там куда делается, или это запись в протокол об административном правонарушении. Што рабіць, калі вымаюць рэчы, якія належаць іншай асобе? Если пытаются изъять предмет, принадлежащий иному лицу, то это иное лицо может, скажем так, постараться должностное лицо убедить, что это его предмет или его вещь, значит, привести какие-то доводы, но опять же это все на усмотрение должностного лица, ведущего административный процесс. Если он посчитает эти доводы несостоятельными, то предмет может быть изъят. Ці можна сфотаграфаваць рэчы, якія вымаюць? Можно ходатайствовать об этом у должностного лица органа, ведущего административный процесс, но тут уже на его усмотрение. Если он посчитает это необходимым, то он может вам позволить. Если не посчитает, то не позволит. Прадстаўнікі сілавых органаў мусяць тлумачыць законнасць сваіх дзеянняў на кожным незразумелым кроку працэсу. Человек, который не является юристом, всегда должен понимать, что требование законное. Для того, чтобы этот человек понимал, что требование законное, ему должны разъяснить законность этих требований. Разъяснить со ссылкой на определенные нормы закона, а не просто «вы обязаны сделать то, вы обязаны сделать это». Мы требуем соблюдения закона. Такім чынам, варта памятаць, патрабуйце ад прадстаўнікоў міліцыі назвацца і паказаць дакументы. Ператрус у межах адміністратыўнай справы немагчымы. Ператрус не можа праводзіцца без пастановы, санкцыі прокурора і 2 панятых. Агляд можа праводзіцца толькі ў прысутнасці ўласніка памяшкання або асобы, якая там афіцыйна жыве. Патрабуйце апісаць і апячатаць рэчы, якія вымаюцца. Патрабуйце пратаколы. В 2017 году мы с мужем решили построить квартиру в этом замечательном доме, заключили договор. Уже через год нас позвали на приемку квартиры, но по сей день мы ее не приняли. Судимся с застройщиком уже 2 года. Спадарня Тацяна заплатила кампанія Emirates Blue Sky, што ўваходзіць у Dana Holdings, усю прапісаную ў дамове суму. Але ані ключоў, ані дакументаў на кватэру ў менскім комплексе ВОК дагэтуль не мае. Закрыто до сих пор. Попасть в квартиру нам удалось несколько раз во время проведения судебных экспертиз, назначенных судом, и во время предприемки квартиры. Пасля незалежнай экспертызы наша героиня зняла на відэа пазнакі адмыслоўцы. Батареи опять непонятно какие-то наплывы на стяжке. Следующее окно двухстворчатое. Вообще трещины в стекле. Крывыя сцены, столі, дзвярныя праёмы, падрапаныя вокны, незамацаваныя трубы, адсутнасць некаторых батарэяў і нават лішнія сцены. Когда мы заходим в квартиру, справа комната. Это должна была быть кухня, 20 с лишним квадратов. Они ее просто замуровали. То есть она ни к той квартире не отошла, ни к этой.
У выніку замест аплочанай трохпакаёўкі спадарня Тацяна атрымала адзін вялізны пакой, а метры, на якіх планаваліся сцены, забудоўнік дадаў да агульнай плошчы кватэры і запатрабаваў даплаты. Да таго ж увесь гэты час за камунальныя паслугі кватэры расце пазыка. Расчетно-справочный центр информирует, что за помещением 387 есть задолженность по оплате коммунальных платежей. Собственника квартиры нет на сегодняшний день, ее нет в базе БТИ. То есть этого объекта недвижимости не существует юридически. За 2 гады змагання у сям'і Войцеховічаў назбіраўся вялізны заплечнік папераў на Данна Холдингс. Паводле закону, забудоўнік цягам 2 месяцаў пасля зацвярджэння акту прыёму ў эксплуатацыю пабудаванага дому абавязаны яго зарэгістраваць. Однако застройщик этого не делает. Администрация района молчит. Эти данные БТИ тоже никуда не передает. То есть получается, что эти объекты висят в воздухе на сегодняшний день. Все квартиры, за которые должен платить их содержание застройщик, он не несет этих затрат. Пісаць скаргі ды дамагацца анулявання дамовы з кампаніяй сям'і Войцеховічаў дапамагае сябар. Дзякуючы яму на судах выявіліся цікавыя акалічнасці. Уполномоченные органы по каким-то причинам согласовывали условия при строительстве, которые в принципе не должны были относиться к данному объекту. Напрыклад, адсутнасць беспакаёвых сценаў забудоўнік тлумачыў тым, што гэта штукавальныя працы, а яны ў дамове не прапісаныя. Што праўда, Міністэрства архітэктуры з такім вызначэннем не пагадзілася. И получается такая ситуация, что в принципе в договор, в предмет соглашения были заложены несуществующие термины и определения, которые как бы в дальнейшем позволили застройщику необоснованно уйти от возведения межкомнатных перегородок. Менавіта гэта і шэраг іншых парушэнняў сталі прычынай судовых разбораў для прызнання дамовы на будаўніцтва кватэры несапраўднай. Несмотря на все эти очевидные факты и нарушения, суд Первомайского района вынес решение, которым обязывает нас принять несуществующую квартиру, которая на сегодняшний день является ничем иным, как просто строительными материалами. По комментар мы паспрабавалі звярнуцца да забудоўніка. Вы можете оставить все вопросы на нашей почте marketing@birz.by, и с вами будут связываться наши специалисты. А паразмаўляць з імі ніяк, да? К сожалению, нет. Ліст мы даслалі, адказу пакуль няма. За 2 гады забудоўнік так і не здолеў цалкам засяліць пабудаваны дом. Пры гэтым побач, незважаючы на суды і выяўленыя парушэнні, будуюць дадатковыя корпусы комплексу. Настолько это все уже надоело, что хочется признать этот договор ничтожным и забыть про эту компанию раз и навсегда. Пішыце нам на адрес. Глядзіце нас на старонцы belsat.eu. А таксама заходзьце на нашу старонку на Facebook ды ў іншых сацыяльных сетках. Дасылайце відэа і фота, што сведчаць пра парушэнне правоў чалавека. Нам блізкія вашыя справы.